Слово для выступления предоставляется представителю адвокатуры Кадыровой Айджан Алыевне. Спасибо, уважаемый суд. Здесь тоже не буду долго по поводу нашей позиции, мы ее предоставляли. Я лишь хочу отметить моменты. Требования указанной нормы УПК части 2 статьи 307 создает, на наш взгляд, две проблемы. Во-первых, суд фактически получает возможность наказывать адвоката в обход закона об адвокатуре и комиссии по этике. И, во-вторых, возникает риск давления на адвоката во время процесса путем вынесения частного определения, и это в дальнейшем может повлиять на его позицию и свободу в защите. Таким образом, адвокатура в этой части соглашается с доводом обращающейся стороны, и мы здесь приводим, значит, два обоснования. Во-первых, согласно пункта 3 части 3 статьи 8 прим. 1 закона об адвокатуре, предметом рассмотрения комиссии по этике является обращение суда, ну, в том числе, да, обращение суда, который рассматривает дело. Поскольку отсылочная норма Конституции указывает на специальный закон, а закон говорит, что предметом рассмотрения жалобы на адвоката является обращение суда или судьи. Поэтому комиссия по этике и принимает, и поэтому и рассматривает. В данном случае законодатель дал право суду и судье с письмом обратиться в адвокатуру, где указать факты нарушения нормы этики со стороны адвоката в судебном заседании и попросить комиссию по этике рассмотреть ответственность адвоката, допустившего нарушение этой этики. Ну, как пример, тоже я хотела бы сказать о том, что недавно вот я видела одно частное определение суда, и оно было направлено в комиссию по этике с сопроводительным письмом. В сопроводительном письме там в шапке Министерства юстиции, и в письме указано, что вот направляем вам по такому-то делу в отношении таких-то, таких-то обвиняемых частное определение в отношении таких-то адвокатов. И внизу приложение, и в приложении само, ну, слова «частное определение». То есть два документа пришло, это сопроводительное письмо и непосредственно само частное определение. В самом частном определении четко прям так и указано, уважаемый суд, вот, обратить внимание Министерства юстиции Кыргызской Республики и адвокатуры Кыргызской Республики на допущенные нарушения порядка судебного разбирательства со стороны адвокатов таких-то для принятия мер, исключающих подобные нарушения в дальнейшем. Следующая строка. О принятых мерах в месячный срок сообщить Первомайскому районному суду города Бишкек в письменной форме. И третья строка. Частное определение может быть обжаловано в Бишкекский городской суд вместе с обжалованием основного решения по делу. То есть вот в результативной части у нас вот три таких момента указаны. То есть, то есть суд определяет уже, что адвокат нарушил закон, этику. В то же время он обязывает комиссию по этике о предпринятых мерах сообщить в письменной форме. И тут же говорится о том, что вот можете обжаловать это решение, может обжаловать это решение после того, как вынесется основное решение по делу. К этому я еще вернусь. Дальше. Во-вторых, относительно требований, обращающихся со стороны по статье 408 УПК, суд апелляционной инстанции проверяет по жалобам, представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора, законность и обоснованность иного судебного акта суда первой инстанции, постановления следственного судьи. Однако, согласно требованию норм статей 416-417, у апелляционной инстанции нет прав и полномочий рассматривать обжалованное частное определение. Но, тем не менее, в статье 401 УПК, как мы уже из всех выступлений мы поняли, что это есть, и поэтому как бы тут есть противоречие. Согласно частям 4.5 статьи 100 Конституции, отмена, изменение или приостановление судебного решения осуществляется судом в установленном законном порядке. Процессуальные права участников судебного процесса
а также права лиц, чьи права и интересы были затронуты решениями судов, в том числе право на обжалование решений, приговоров, а также порядок их осуществления, определяется законом. То есть, исходя из вышеизложенного положения Конституции, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, судебные акты могут быть отменены, изменены или их исполнение может быть приостановлено. В соответствии со статьей 55 и частью 2 статьи 56 Конституции законы не должны отменять или умалять права человека. Норма части 2 статьи 307 УПК фактически снижает гарантии независимости защиты. Статья 61 Конституции гарантирует судебную защиту и право пользоваться всеми законными средствами для защиты. Если адвокат подвергается риску санкций за незаконные действия, за законные действия, то есть возражение, заявление отвода, несогласие с судом и так далее, это уже умаляет право на защиту. Зачитанное мною частное определение было вынесено в отношении меня лично, как адвоката Кадыровой, за то, что я не явилась на судебное заседание. Был такой момент, что каждый четверг и пятницу идет уголовное дело в Первомайском суде, очень большое, там большое количество обвиняемых. Каждый четверг и пятницу у нас это установленный график. Каждый четверг в 2 и в пятницу в 2. В четверг, 18 сентября, пришли на процесс. Один из обвиняемых заболел, вернее, лежал с операцией в больнице, о чем его защитник предоставил медицинское заключение, ну, то есть как бы не может присутствовать на процессе, соответственно, в пятницу тоже процесс срывается. О чем нам всем было объявлено под расписку, мы сказали окей, и ушли на следующую неделю. То есть нам процесс назначили уже на следующую неделю, на следующий четверг и пятницу. 19 сентября процесс должен был состояться в 14:30, но так как уже в четверг мы определили, вместе все, сидя в процессе, определили, что откладывается процесс на следующий четверг, и расписались об этом, мы ушли. В пятницу в 2 часа без 5 минут 2 мне звонит секретарь судебного заседания и заявляет о том, что процесс состоится все-таки. Ну, на мое возражение, что она подсудимая лежит в больнице с операцией, она встать не может. Как мы же увидели, мы же все это установили. Она сказала, нет, судья вот мне передал телефонограмму, в общем, всем разослать. Из 4 адвокатов обвиняемых смогли присутствовать только 2, и 2, нас не было, потому что я уже была в Октябрьском суде, и я даже физически, я уже выехала, я опоздала, но пока я опоздала, пока приехала, уже было 3:30, и уже было вынесено это частное определение. И вот здесь вот как бы и еще формулировка была о том, что вот без уважительной причины я сорвала процесс. Ну, я и моя коллега, получается, мы сорвали процесс. Естественно, мы это все уже спустили в комиссию по этике. Мне буквально вчера или позавчера мне с адвокатуры, с комиссии по этике уже уведомление прислали, что вот в отношении вас есть частное определение, дайте объяснительную. Я уже сама, столкнувшись с этим, стала выяснять, как у нас дела обстоят в комиссии по этике с этими делами, и мне объяснили, что да, действительно, частное определение приходит в очень большом количестве в отношении адвокатов. И сейчас статистика, они начали вести статистику. Насколько я знаю, в начале ноября состоится большой круглый стол, вот связанный с частными определениями, вообще в целом связанный с этическими положениями в адвокатуре. И вот к этому они готовят статистику. И с меня попросили объяснительную, я все это написала, отослала. И сейчас оказывается такая практика, что эти частные определения, они оставляются без рассмотрения комиссии по этике. По следующим основаниям. Сейчас тут мне вот прислали. По следующим основаниям. Обязательным условием для комиссии по этике является заверение частного определения подписью судьи и печатью суда. Это подтверждает подлинность документа и его официальный статус. Частное определение имеет юридическую силу только после его надлежащего заверения и вступления в законную силу. В противном случае оно не может быть использовано в качестве доказательства или основания для действий. Для того, чтобы оно имело это определение имело юридическую силу, оно должно быть должным образом оформлено согласно требованиям процессуального законодательства, заверено подписью судьи и печатью суда, иметь указание о дате вступления в законную силу.
Если этого нету, то оно не может быть исполнено и не имеет обязательной юридической силы. В соответствии с частью 2 статьи 401 УПК частное определение, оно, значит, обжалуется вместе с обжалованием итогового судебного решения по делу. В части 1 статьи 101 Конституции указано, что вступившие в законную силу решения судов обязательно для всех государственных органов и подлежат, ну, государственных и так далее, и подлежат исполнению на всей территории республики. В связи с тем, что частное определение в отношении адвоката может быть обжаловано им только вместе с итоговым решением суда, комиссия считает, ну, это вот я беру из их как бы информации для меня, комиссия считает, что указанное частное определение еще не вступило в законную силу, и у адвоката есть законное право на обжалование данного судебного акта. В соответствии с частью 2 статьи 297 УПК КР, в случае неявки без уважительных причин адвоката более 3 раз по одному и тому же делу в течение всего судебного разбирательства суд вправе заменить его и предоставить обвиняемому адвоката через государственный реестр по ГГЮ. В части 1 статьи 50 УПК указано, что адвокат приглашается подозреваемым, обвиняемым, осужденным, оправданным, потерпевшим свидетелем и так далее по поручению из согласия этого лица. Это означает, что подсудимый может лишиться конституционного права пользоваться квалифицированной юридической помощью выбранного им защитника в отсутствии на то законных оснований. В соответствии с части 1 статьи 102 Конституции суд не вправе применять нормативно-правовой акт, противоречащий Конституции. И по указанным основаниям, значит, комиссия по этике считает, что в таких случаях у адвоката есть законное право на обжалование, вынесенного в отношении его определения суда, частного определения суда, вместе с итоговым решением по делу. И в связи с чем у комиссии вот в таких случаях нету законных оснований для того, чтобы привлекать его к ответственности, так как это частное определение, это судебный акт, оно не вступил в силу, они не могут применить к нему никаких мер взыскания. И здесь, получается, это частное определение, оно остается неисполненным, оставленным без рассмотрения, о чем сообщается адресату. И в данном случае, вот если вернуться к моему частному определению, там написано, что вот принять меры, ну, информирует Министерство юстиции, что адвокат такой-то нарушил то-то, то-то. Далее они просят о принятых мерах уведомить в письменной форме в месячный срок после того, как они получили. То есть комиссия получила, и они должны в течение месяца уже, ну, какие меры были предприняты в отношении этого адвоката. Поэтому, ну, здесь очень много, на самом деле, моментов таких, которые, наверное, подлежат, не знаю, уточнению, согласованию и так далее. Я хочу еще отметить, что статья 100 Конституции закрепляет право на обжалование судебных актов, однако частное определение в отношении адвоката фактически не имеет эффективного механизма пересмотра, что создает правовую ловушку, когда затрагиваются права адвоката, но отсутствуют реальные средства защиты. Таким образом, адвокатура полагает, что норма части 2 статьи 307 УПК противоречит закону об адвокатуре, поскольку возлагает на суд одновременно функции стороны процесса и инициатора дисциплинарной ответственности, и считает, что часть 2 статьи 307 УПК противоречит статьям 55, части 2 статьи 56, части 1-2 статьи 61 и статье 64 Конституции Кыргызской Республики. И по поводу дополнений мы тоже согласны с 417. Ясно.